30 апреля прошлого года в Якутске открыли крупнейший на Дальнем Востоке кардиологический центр. Наша съемочная группа узнала, каких результатов добились врачи благодаря новому объекту и, самое главное, сколько жизней спасли. Площадь в 15 тысяч квадратных метров, новейшее медицинское оборудование и специалисты высокого класса. Все это открывшийся в Якутии кардиологический центр. Сегодня он оказывает специализированные медицинские услуги жителям самого северного региона. Год назад в ходе открытия центра министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал его настоящим бриллиантом медицины. И уже сегодня с уверенностью можно сказать, что центр только подтверждает слова главы российского Минздрава. Не только стены и оборудование, но и полностью готовые бригады хирургов, работающие на открытом сердце, выполняющие фактически полный объем вмешательств. Здесь подготовлены специалисты для круглосуточной работы, в том числе и рентгеноперационных, нейрохирургические бригады, которые принимать будут на себя самых тяжелых пациентов. Через заботливые руки врачей-кардиологов за этот срок уже прошли несколько тысяч благодарных пациентов. Причем многие из них попадали на стол к врачам с такими заболеваниями, для лечения которых раньше приходилось выезжать за пределы республики, а иногда даже из страны. Вы сказали, что теперь за высококвалифицированной помощью не приходится выезжать за пределы республики. А вот что это раньше была за помощь? Вот с какими диагнозами, с какими заболеваниями? Раньше, если мы могли ограничиться объемами, потому что часть пациентов из-за ограниченных возможностей центра нашего, максимально выезжали за пределы нашей республики, федеральные центры ведущие, и здесь с приходом, а также с внедрением новых технологий, это последнее поколение оборудования, мы смогли в том числе сложные операции уже проводить здесь. За прошлый год мы выполнили, если вот цифрами сказать, мы выполнили только на сердце более 400 операций и путем эндоваскулярных технологий выполнили более 1300 операций в стенах нашего кардиососудистого центра. И в этом году мы уже наращиваем наши объемы. Если в прошлом году мы по специализированным высокотехнологичным операциям заявлялись на 818, в этом году наши объемы увеличили до 1500. Насколько я понимаю, охват районов полный, да? То есть мы со всей Да, и здесь я хочу отметить, что мы создали уникальный центр тоже здесь, в структуре нашего кардиососудистого центра. Это дистанционный консультативный центр, который вы сегодня сами увидите. И сейчас мы большой акцент должны сделать именно в связи с нашими большими расстояниями, большими временными вот такими расстояниями, когда в пределах тех порядков терапевтических окон очень тяжело совпасть, потому что нас нельзя сравнить с Пензенской областью, с Калужской областью, где и дороги, и доступность именно в плане дорог и расстояний достаточно легкая, можно сказать. Да, здесь у нас с Арктики, например, пациенту эвакуироваться, это занимает 4 и более часов на сегодняшний день. И в связи с этим мы создали дистанционный консультативный центр. И мы сейчас очень большую работу проводим, именно работу с первичным звеном. Сегодня в здании центра функционирует кардиология, нейрососудистое отделение, отделение неврологии и хронической сердечной недостаточности. Объект рассчитан на 150 общих и 25 реанимационных коек. В центре проводятся главные стандартные методы исследования, которые включают в себя методы инвазивного исследования коронарных артерий, сосудов сердца, исследования периферических сосудов, а также неврологические исследования. При этом лечение в центре подразумевает закрытый цикл. То есть все пациенты после лечения будут сразу переходить на второй и третий этап диспансеризации и реабилитации по международным схемам. Действительно, объект очень важный, и он получился очень, для оказания медицинской помощи, именно высокотехнологичной при болезнях системы кровообращения. Он получился очень уникальный и обеспеченный самым высокотехнологичным экспертным оборудованием. А когда начнем сердца пересаживать? Нет, мы уже пересадили в 2018. Но... В смысле здесь, в новых стенах? Нет, в новых стенах нет. В новых стенах у нас в планах в 2024 году. Давайте так, под занавес. Топ-3 совета, чтобы к вам не попасть.
Понятное дело, что никогда невозможно, все равно рано или поздно на консультации нужно приходить к кардиологам. В целом, первый совет – это следить за собственным здоровьем, это своевременно посещать своего участкового терапевта в рамках диспансеризации взрослого населения, контролировать основные параметры организма. Первое. Второе – это здоровый образ жизни. Третье – умеренные физические нагрузки. И четвертое – это здоровое, умеренное питание. Сегодня врачи кардиоцентра вводят новые методы лечения, ведут большую научную и просветительскую работу. И все это ради одной цели – чтобы сердца якутян бились. Петр Васильев, Джулстан Иннокентьев, Якутия. День за днем.